Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась за вениками. Приближается, значит, день Ивана Купалы. И иду за первыми вениками. Сначала, наверное, поеду к маме. Заберу ее и вместе с ней поедем в лес. Ну, наверное, еще и Айду возьму тоже с собой. Пусть она там побегает. А то уже вчера она, увидев меня, уже кидалась на меня, думала, что я ее беру опять в лес. Вот. Погода у нас сегодня теплая, солнечная. Градусов я не знаю сколько. С утра, в 6 часов утра было 15. Наверное, может за 20 с лишним, может, градусов тепла. Но не посмотрела термометр. И сказали, что будет дальше потепление до 30 градусов. Пора уже, все-таки лето. Лето должно быть, конечно, теплым, а не холодным, как у нас на севере. Вот. Мы даже очень рады, что опять потепление. Опять можно легко одеваться, ну и также загорать и купаться. Приближаются дни купания. После Ивана Купалы, конечно, у нас. Потом начинаем купаться. Уже как бы вода становится более-менее теплой. Вот. Ну, вряд ли, конечно. Но детки все-таки все равно купаются. Ладно. Я сначала за собачкой схожу, а потом к маме поеду. Ну вот, мы пришли на свое место за вениками. Айда бегает уже вон. Довольная такая. У нас сегодня солнце, ясная погода, немножко ветрено. Это даже очень хорошо, а то совсем душно потом будет. С мамой вместе. С мамой вместе. Собака вон под ноги даже кидается. Да. Я вон уже 3 грибочка нашла. А вон 4. И пакет ведь не взяла. Хотела пакет ведь взять, и пакет не взяла. Вот маленькие какие грибочки. Вон еще один. Вон еще один. Нашла грибочки. Я даже очень рада, что там 5 или 6 штук я нашла. Ну, еще маленькие такие. Вот. А сейчас пойду еще в другое местечко. Там еще посмотрю. Что-то уже азарт появился. Может, еще с той, с другой стороны посмотрю, да. Может, там еще люди не были. И, может, для меня грибы, как бы, грибы вышли. Вот. Пришла за вениками, собираю тоже грибы. Ну, конечно, найдешь один, да, потом и охота становится дальше искать. Ну вот. Сейчас еще туда заверну, посмотрю, если нет. Может, тоже несколько грибов найду, как здесь. Я и не надеялась. Хотела пакет взять и забыла. Напротив, забыла про пакет. Подумала, что уже здесь, возле дороги, да, люди ходят. И мы все равно не найду. Собачка. Собачка, да вон, бежит за мной.
Да, Айда нашла? Айда нашла меня, да? Ну, обратно возвращаюсь, куда маму оставила. Ничего я не нашла. Вот, и буду собирать веники. Овода очень много. Наверное, слышно даже, как жужжат. Потеплело. Слишком много оводов появилось. Но мы побрызгались. Так что спокойно можно веники собирать. Аж немножко жарковато. Вот. Вон как красиво. Когда солнечная погода, в лесу вообще красиво, уютно. Птицы поют тоже. Птички поют. Прекрасно. Айда далеко не уходит. Не оставляет меня. Молодец. Здесь лужа была, уже высохла. Вот несколько дней дождя не было, и все высохло уже. Ну что, будем собирать. Грибы вот здесь поставила, пакет забыла. Здесь оставила грибы. Только чтобы собачка у меня не трогала. Айда, айда, айда. Листья вроде бы уже ничего, можно сказать, неплохие, не сухие. Ну, для одного раза веником париться нормально будет. Кулачида. Сейчас говорю, кулачида. Вот и шайн, вот и шайн. Молодец. Молодец. Все. Потом шайн. Вот, тюрьма. Тюрьма. Я уже на голове. Все. Видите, тебя научим. Айда, молодец, собачка, да? О, какая молодец. Тебя, наверное, тоже кусают, да? Оводы тоже кусают. Комары, оводы. Молодец, рядышком со мной. Вот и молодец. Хорошенькая собачка. Так. Айда вон возле меня бегает. Далеко-то и не ходит.
поблизости здесь расхаживает. А я веники. Комаров вон сколько много, визжат. Чернику смотрю, да, черника есть. Повсюду черника, можно сказать, повсюду. В прошлом, позапрошлом году здесь ходила, здесь черники вообще не видела. Ягод вообще не было. А в этом году вот ягоды видны, есть, значит черника действительно будет. Опять маленькая кучка получилась. Вот. Потом там еще чуть дальше коряга такая. Там рядышком вот потом насобрала, там еще кучка лежит. Еще насобрала. Маленькая кучка. Угу. Это дерево с корнями вместе вывалилось. Как прекрасна природа. Летом тепло, солнце, лес. Да, кстати, еще где-то у меня там собачка летит. Да? Ай да. Куда-то забегает, куда-то потеряется, потом с рысью, с шумом летит прямо. Умничка. Молодец, что рядом. Да? И как некоторые, как Умка. Она сразу же и оставит, убежит. Ай да, она вот рядышком. Так и надо, чтобы собачка всегда рядом была. Чтобы не оставляла. Да? Найда. Хорошенькая собачка. Хорошенькая. Сейчас сушки дам. Она ждет. Сушки ждет. Там на иши ухи. Ну вот. На дорожку вынесли. Мама. Что нарвала. И у меня здесь тоже маленький комочек. Айда куда-то туда вперед убежала. Айда! Мы еще не выходим, дальше собираем. А оводов-то сколько? Вокруг да около. Жужжат, летают. Мама где-то, наверное, в лесу. Сейчас я тоже сюда, с другой стороны зайду. С другой стороны посмотрю. Наломаю веток у березы. Ротчик выкескиватель. Немножко вот собрали. Наверное, придется пойти в другое место. Мы поехали дальше. Здесь рядышком село Ивановка. Там немножко нарвали ветки и пришли на новое место. Вот здесь видно недалеко село Ивановка. Ну вот один домик виден. Мы здесь находимся на поле. Мама там вдалеке вот. Через поле перешла, и там она веники собирает. Жарко, тепло на улице, но оводы замучали уже. Мы уже все в машине.
Собачка вон там улеглась на место позади. Там лежит. Да, устала, набегалась очень. Вот. А мы сейчас все у нас как бы, что смогли, то нарвали. Сейчас собираемся обратно домой. Оводов полным-полна машина стала. И возле машины, и в машине, и везде оводы. Только визжат. Ладно, мы поехали домой. Мы уже возле бани. Я сюда веника положила. Сначала, конечно, пообедаю. Что-то аппетит разыгрался. Вот. На природе были из-за этого, наверное. И потом будем делать веники уже. Ну вот сегодня я нашла вот красноголовики. Маленькие еще. В тот раз вот сходила, не удалось ничего найти, да. А сегодня вот уже смогла хоть несколько. Ну, с картошкой можно пожарить уже. Вкус сделает. Поздравляюсь я, друзья. У нас уже вечер. Камеру взял в руки. Маша днем приехала с леса. Она там поснимала вроде. Я еще кадры не видел, что она там в лесу. Ездили с мамой. Ну, она все поснимала, а видео уже, значит, если дошли до этого момента, значит, видео уже посмотрели. Так ведь, Маша? Вот. Маша, ну, складывает веники. Веники складывает. Скоро у нас Ивана Купала, 7 июля. Вот. Немножко поснимаю, как она собирает. Вот. Вечер такой у нас уютненький. Ветер северный стих. И довольно-таки приятно, да, Маша? Вот. Тепло. Сегодня тепло. Тепло, но это самые комары. Вечером комары потом замучают. Днем оводы. А днем оводы, да. Я вот здесь устроился, около поляницы. Но думаю, надо выйти на солнце, потому что здесь комары уже меня покусали немножко. Маша продолжает складывать. Вот. Но с сегодняшнего дня, по прогнозу, будет у нас будет тепло. Хотя Барсик там укрывал еще нос, но я склонен сейчас, вот именно сейчас, верить прогнозу погоды, который передает. Там градусов 27, аж 30 передают. Может и... Ну, не век же мерзнуть, да, ведь, Маша? Да. И будет и у нас жара, и, как говорится, после Ивана Купалы можно будет и съездить и покупаться на речку, да ведь? Вот. Вода есть теплая. Ну, если жаркая погода установится, вода согреется и у нас еще будет нормально. Вот. Хоть в рост пойдут эти, там, морковка, да, не редиска, там, ну, другие культуры. Клубнику надо. Прошлый год уже в это время клубнику кушали, Маша, да ведь? В этом году еще даже цветочки есть, но тепло надо, жарко надо. Умка там в вольере, сегодня она не прогуливалась. А на днях мы с ней прогуливались, аж, ну, долго очень, аж устала она. На обратном пути ехали Маша с сумкой на машине с речки. И первый раз, говорит, Маша говорит, первый раз такое, что Умка спокойно лежала на заднем сиденье. Она так набегалась, устала там, грязная, уставшая, но довольная. Вот. И сегодня вообще ни звука. Но сегодня-то вот нас видит, да что-то нервничает.
Ничего, сейчас уже прогулки почаще пойдут. Пока суть до дела, пока я болтал там, Маша уже закончила один веник. Ну-ка подними, покажи какой. Вон там лютики все уже. Вот такой венчик свеженький на Ивана Купалу. И теперь второй веничек. Ну, сколько, в общем, выйдет, на всех должно хватить. Маша говорит, что комары кусаются. Ну, брызгалка же есть, побрызгайся. Я вот не люблю, когда это самое Запах очень... едкий, и я вот не люблю. Я лучше потерплю. Кусают меня тоже, друзья. Еще это самое, мощно даже кусают. И она у нас слаще, чем Маша. Нет, Маша? Не знаю. Почти готов второй веник, да? Осталось что там? Лютики вот эти поставить. Желтенькие цветочки, лютики. Уф, говорит Маша, кусают. Молодежь ездит по дороге. А у нас сегодня странно, да, рыжик вообще на улице что-то не просится, дома сидит. Готов? Ну-ка, цветочки какие. О, вот такой лютичек. Каждый веничек вот такой. Так поставим. И веники Маша складывает, как бы вяжет в пары. И получается вот, это одна пара готова. Это мы с тобой, Маша, да? А? Да я дам с тобой. Ты да я да мы с тобой. Вот так. Вот такой веничек. Парный. У нас называется гоз. Гоз. Пара. Ну-ка. Ну-ка. О, господи, когда. То, гоз. Ну. Все. А, хвосты еще обрубить. Ну, это уже как все сделает Маша, чтобы 100 раз не рубить. И за раз это все сделает. Вот так, ну, дело не хитрое, будет постепенно складывать. Ну что, наверное, это видео совместное я заканчиваю. Маша днем поснимала, я вечером поснимаю. Заканчиваю и поздравляю всех с праздником Ивана Купалы. Парьтесь новыми вениками, как у нас вот в Нившире принято это париться, купайтесь там, празднуйте, прыгайте через костры. Там есть традиция такая, прыгать через костры в этот день, гулять. Вот. И поздравляю всех Иванов, именинников с этим днем. Я тоже какое-то отношение имею, потому что я Иванович, у меня отец Иван Кириллович. Кстати, ему 28 июня стукнуло 89 лет. Вот так, живем дальше, друзья. Все нормально. Все, буду заканчивать. Маша продолжает складывать. Мне вот пара веников уже готова. А вам говорим до новых рассветов. Встречайте рассветы и ждите новых роликов с нашей деревни. Всем пока.